Здравствуйте. Инцидент, произошедший 30 сентября, который вылился в очень большой конфликт, в общем-то, заглушить не удалось. К единому мнению, которое устраивало бы обе стороны, а может быть даже несколько сторон этого конфликта, в общем-то, прийти не удалось. И вот сейчас, в общем, мы ждем, наверное, опять какого-то осложнения. У парламента завтра, 4 числа собираются ветераны, и не только ветераны, но и отзывженцы, и представители оппозиции и так далее. Очень много народу собирается. И мы опять, наверное, встали в такую ситуацию, которая до боли знакома нам. Хронический кризис, он как никогда дает о себе знать. Вот об этой ситуации и о том, как выйти вообще из этого хронического кризиса, мы сегодня поговорим с депутатом парламента Валерием Аггарба и с политиком, действующим Тенгизом Джопуа. Здравствуйте. Добрый. Я все-таки начну, наверное, с Валеры. Валера, вообще, насколько вот ты все-таки возглавляешь комитет правовой, насколько вот это решение, которое было озвучено генпрокурором, оно могло бы с юридической точки зрения, зная там события и так далее, оно как бы быть именно законным, а не политическим? Ну, Инал, начнем с того, что, конечно, спасибо, что вы нас пригласили на передачу, чтобы мы могли выразить свое мнение, чтобы могли представители общественности, просто зрители увидеть картину в полном объеме происходящего, насколько это возможно, потому что чем больше будет таких передач, чем больше будет информирования, тем правильное будет суждение и будет более объективное. С точки зрения, скажем так, этих событий, которые произошли 30 сентября на набережной, чтобы дать объективную такую вот оценку и чтобы всесторонне подойти к этому вопросу и посмотреть, какие пути возможны решения этого кризиса, так скажем, да, нужно, конечно, этот вопрос рассмотреть не только с точки зрения уголовно-правового характера, но в том числе нужно посмотреть это с точки зрения политико-правового и однозначно с учетом вот наших особенностей, то есть обычного права, то есть традиций, как бы сложившейся на современном этапе. С точки зрения, если мы начнем с точки зрения уголовно-правового характера, конечно, здесь, я думаю, что навряд ли зрителям будет интересно слушать нюансы, связанные с какими-то процессуальными действиями, какими-то там протоколированием, правом и особенностями проведения каких-то следственных действий, следственных мероприятий, чтобы там понять, где там нарушения закона, а где там, не знаю, там какие-то условия, которые бы могли бы сопутствовать разрешению этого конфликта. Но нужно, конечно, остановиться на главном таком вот элементе, факторе, что однозначно, и здесь невозможно по-другому интерпретировать, что в этот день, конечно, было совершено преступление со стороны правоохранительных органов. Это однозначно. И я поясню, почему это произошло, почему я так отдаю такую оценку, потому что применение соответствующие сил, там, средств, которые, конечно, предусмотрены законом о милиции, законом о оперативно-розыскной деятельности. Ну, конечно, это применяются такие подобные средства и силы в момент, ну, вот, предположим, момент пресечения готовящегося преступления, да. И, естественно, действия правоохранительных органов, они должны быть соразмерны совершенному поступку, преступлению и уж тем более в данном случае административному, скорее всего, правонарушению, потому что нарушение общественного порядка с применением там оружия для салютования, трудно сказать, что это является таким каким-то тяжким преступлением, и было бы необходимо и применить такие силы и средства, там, рукоприкладство, избиение,
Это даже не потому, что это там были ветераны там, или депутат парламента. Это в отношении любого гражданина недопустимо. Права и свободы охраняются Конституцией и законами, поэтому несоразмерность применения подобной силы, естественно, говорит однозначно о совершенном превышении должностных полномочий и совершенном преступлении. В принципе, в общем-то, свои... В какой-то части, в этой части, конечно, согласился с этим, но в то же время произошли и другие действия со стороны прокуратуры, которые также вызывают, ну, такое, как минимум, скептическое отношение. Это с моей точки зрения, так пусть оно будет субъективное. Почему? Потому что в данном случае очень поспешно Генеральная прокуратура сделала выводы, провела проверку. Я считаю, что с нарушением процессуальных норм, связанных с определением некой степени уголовной ответственности в отношении 2 депутатов парламента. В данном случае они обратили внимание, связанные там, с этим событием, что были совершены хулиганские поступки уже уголовного характера, оскорбление представителей власти и там, применение оружия в целях там, не знаю, как было заявлено, внезапно возникшего преступного умысла совершить там преступление, и в этом они нашли преступное действие. Ну, хотя очень сложно дать такую оценку, что действительно был установлен умысел преступный, связанный с стрельбой, салютованием в день 30 сентября, в день празднования Победы. И здесь сложилась такая уже практика на протяжении 28 или 30 лет, что, кстати, подтверждено ответом Верховного суда на запрос депутата, были ли привлечены к ответственности, либо рассматривались ли судами общей юрисдикции, районными местами, городским или Верховным судом аналогичные факты и привлечены ли люди к ответственности. Конечно, таких фактов нет и ни разу не было. Хотя я хочу сказать даже больше, что не только в день 30 сентября, в День Победы, ни одного случая не было, когда привлекали к ответственности по каким-то праздникам, лично семейным, свадьбам, либо это Новый год. Но мы же живем в Абхазии, мы же понимаем, что это уже стало некой нормой, традицией. Оно, кстати, не только стало послевоенной традицией, это было всегда в традициях абхазов и на свадьбах, и на праздниках. Стрелять и в советское время это происходило, хотя вроде там была диктатура и так далее, закона. И все равно это позволительно было, и если, конечно, у тебя нет преступного умысла. Поэтому здесь я не вижу, например, предотвращения преступления, которое, как сказала прокуратура, заявила в своей оценке, что внезапно возникший умысел, и сотрудники милиции применили необходимые средства для предотвращения этого, так скажем, преступления. На самом деле пальба в воздух, и, кстати, это была информация со слов же правоохранительных органов, она поступила всего лишь, поступила информация, и они уже постфактум этой стрельбы приехали и применили какие-то меры, да, процессуально, там, не знаю, в соответствии с законом какие-то меры и принуждения, так скажем. Но здесь еще усложняет процесс в том, что в данном случае в инциденте еще присутствовал депутат Народного собрания. Там ветераны, это понятно, это такая моральная сторона, морально-нравственная сторона. Но когда в этом инциденте участвует руководство Министерства внутренних дел и депутат парламента, конечно, здесь уже вот второй возникает вопрос, который связан с политико-правовой вот такой вот позицией, и который тоже нельзя не учитывать. Тем более, что в последнее время депутат тот же Какая, да, который был участником этого инцидента, заявлял о многих очень вопросах, таких болезненных, такого базового характера, которые имеют отношение к государственным устоям, и очень много было привлечено к этому внимания. Это связано с вопросом энергетики, вопросом пандемии, тех же перепадных, это все там очень долго все это муссировалось. И в этой ситуации не учитывать этот момент тоже было бы не совсем правильно. Тем более это подчеркивается еще и заявлением ряда политических партий, которые поддерживают, конечно, действующую сегодня власть. Это партия ветеранов Амцахара и Айтайра, которые осудили, конечно, естественно, действия депутата, призвали парламент прекратить, снять неприкосновенность и привлечь к уголовной ответственности. При этом не дали оценку происходящим событиям, ничего не сказали о ветеранах. Здесь еще один косвенный признак того,
того, что в данном случае присутствует еще и такой политический аспект этого происходящего события. Плюс, конечно, еще и вопросы, конечно, традиции, да, которые у нас установлены. И вот я привел пример, где не было по такому факту ни одного случая привлечения к ответственности за задержание за все 30 лет, ни в День Победы, ни в другие дни. И в данной ситуации, конечно, я считаю, что было бы, наверное, правильно все-таки, да, не с точки зрения вот такого чистоты права и стерильности закона, применять меры реализации или, скажем, там, стабилизации этой ситуации. Нужно, конечно, все-таки ввести, да, нужно все-таки применить некие меры и наших традиционных каких-то основ. Вот я вспомню просто случаи, такие, которые были, будучи работы в администрации президента при Сергее Васильевиче Багапш. Мы еще были, конечно, юны, не были такого у нас опыта, но были разные ситуации, связанные в том числе и вот такими межличностными конфликтами. И Сергей Васильевич выезжал на разрешение подобных конфликтов. И мы тогда еще удивлялись, подвергали критике, что это считали, что это не уровень президента разрешать подобные вопросы, что все-таки нужно это все в рамках правоведения. Но со временем понимали, что он действовал не только в рамках права, чистоты, там, да, стерильности права, но он понимал особенности и условия там, нашего ментальности, нашей какой-то, да, даже психоэмоционального фона. И старался, видимо, предотвратить пожар его, потому что его легче предотвратить, чем вот тушить. И разрешал многие конфликты. Да, мы подвергались критике это и говорили, что за президент у нас там ездит на разборки и так далее. Но в данном случае он поступал, видимо, правильно. И то есть это было, принималось в учет наши какие-то традиции, какие-то наши особенности. Я вот все-таки вернусь к этому моменту. Генпрокурор тогда вынес свое резюме, в общем-то, по этому инциденту, но тем не менее и тогда перед этим президент как бы заявил, что вот как Генпрокуратура скажет, так и будет. Но Тенгиз, ты, я помню, на своей странице подметил, в общем-то, что Генпрокурор не захотел в реальности брать эту ответственность на себя, и он как бы это ала-верди отослал обратно президенту, когда вот этот основной пункт, с которым, собственно говоря, сейчас недовольна там, пострадавшая сторона, там, если там иметь вот отзюбженцев, ветеранов войны, он касался министра внутренних дел Дбар. И Генпрокурор, он как бы говорит, за Дбаром мы, в общем-то, никаких этих криминальных признаков состава преступления нет, но тем не менее он как бы рекомендовал президенту отправить своего министра в отставку. То есть я, в общем-то, и Тенгиз первым это заметил, что это некая ала-верди. Почему, допустим, у нас вот так происходит, что по закону Генпрокурор, он в этой ситуации царь и бог? Почему Генпрокурор все время, то есть вот у нас идут такие некие политические игры. С чем это связано? Генеральный прокурор у нас никогда не был независим. У нас генеральный прокурор зависит в значительной степени от системы исполнительной власти. Бывают, конечно, периоды, когда он зависит от парламента, но все остальное время он находится в подданстве президента. Вообще, что касается вот самой ситуации, я хотел сказать, вот, в обществе пытаются объяснить эту ситуацию, вот, начало этой ситуации, ее возникновение отсутствием политики. На самом деле политика там была изначально. Когда на эту площадь шел Дима Дбар, с ним была политика, потому что Дима политическая фигура, министр внутренних дел. И там находился депутат парламента, тоже политическая фигура, причем достаточно яркая политическая фигура, потому что последний месяц он очень активно себя вел в парламенте по очень важным, таким актуальным вопросам, особенно вопросам, которые имеют очень серьезную экономическую подоплеку. Не связано с энергетикой. С энергетикой и перепадными. Теперь, что касается относительно правовой оценки ситуации, насчет вот этой стрельбы, я, честно говоря, с правовой точки зрения это хулиганство. Однозначно,
стрелять в небо по праздникам, мы стреляем в небо и не только в праздники. Да, и не только в небо, да. А так салютовать оружием – это у нас обыденность. И, конечно, да, возможно, она не совсем соответствует закону, но превращать это в преступление очень глупо, по крайней мере. Я могу дать оценку. Единственное, что я хочу сказать, депутат парламента, конечно, не должен этого делать. Депутат парламента должен быть примером. Он несет ответственность прежде всего перед своими избирателями. По крайней мере, он лицо этих избирателей. И даже если ему очень хорошо, и у него какой-то порыв, он должен был себя сдерживать. Но это не такое уж страшное преступление. Что касается действий МВД, я могу дать оценку, потому что 16 лет я проработал в правоохранительных органах, могу сказать с уверенностью, что к моменту прибытия оперативной группы на место происшествия ими дана была неправильная оценка оперативной обстановки. И неправильную оценку оперативной обстановки дал министр внутренних дел, потому что он вышестоящее должностное лицо в составе оперативной группы, и всю ответственность за происходящее несет он. Это первая ошибка. Вторая ошибка заключалась в том, что не было никакой оперативной необходимости для изъятия огнестрельного оружия у гражданина Кокая, потому что, во-первых, изъятие, проведение процессуальных мероприятий в отношении Кокая, обладающего депутатской неприкосновенностью, требует особого процессуального порядка. И проводить личный досмотр, либо осуществлять изъятие оружия, его задержание не допускается. Министр внутренних дел должен об этом был знать. Если его подчиненные этого не знали, он должен был им сказать. К тому же надо заметить, что для того, чтобы зафиксировать факт правонарушения, совершенным в виде стрельбы, изымать пистолет не обязательно было. Достаточно было собрать гильзы, которые там была усеяна вся набережная, потом направить это в экспертно-криминалистический центр, и там за ночь всю эту гильзотеку перевернули бы, и к утру было заключение. Но, к сожалению, всего этого не было сделано, и фактически мы имеем достаточно серьезное преступление со стороны заместителей, которые наносили побои. Но вот, на мой взгляд, очень сложно мне согласиться с генеральным прокурором. Генеральный прокурор в отношении министра внутренних дел выбрал очень осторожную позицию. Там можно и усмотреть признаки преступления в виде действия либо бездействия должностного лица. Потому что всю ответственность за происходящее, за действия своих должностных лиц несет вышестоящее должностное лицо. Потому что у нас у всех были сложные случаи в работе, там приходилось выезжать на места, это постоянные конфликты с людьми. Люди, конечно, пытаются тебя спровоцировать, потому что человек совершил правонарушение или преступление, его пытаются задержать, и он хочет усугубить ситуацию. Но идти на поводу у совершивших правонарушение, поддаваться каким-либо провокациям должностное лицо, сотрудник органов внутренних дел не должен. То есть, Тенгиз, я тебя перебью. Твоим заместителям инкриминируется статья от 5 до 10. Превышение должности полномочий. Да, при этом при совершении этого действия ты сам находишься, министр, начальник. То есть это есть, тянет на какое-то я не знаю, Ну, я несу ответственность за действия своих должностных, своих подчиненных. Причем я нахожусь на месте совершения, на месте событий. Если я сидел бы в кабинете, я их отправил бы, это одно. Я нахожусь непосредственно, если они мне не подчиняются. Можно понять, допустим, они перестали адекватно себя вести, не знаю, не подчиняются но если твои подчиненные, ты же можешь давать им поручения, остановить их или сдержать их. Я думаю, что вина министра там очевидна. Потом еще силы и средства, которые были применены в отношении людей, которые находились там, они не были соразмерным характеру совершенного правонарушения. Это вообще какая необходимость была. Административное нарушение накрывать уголовной статьей. Я думаю, что... Знаете, что я скажу? Депутат Кокая, на мой взгляд, не должен был совершить это. Плохо, что наши депутаты так себя ведут. Возможно, мы с депутатом Кокая, мы избиратели в данном случае, я говорю, ошиблись в том, что может быть ему рано, он хороший парень, но он не тянет на депутата.
Это надо сказать. И министр внутренних дел, честно говоря, не тянет на министра внутренних дел. Но если депутата выбирает народ, к народу претензий быть не может, но министра назначает президент. Да. Президент должен был понимать, что назначать человека в таком возрасте, мы тоже работали в силовых структурах, назначать руководителем Министерства внутренних дел человека меньше 55 лет вообще не стоит, потому что достаточно сложная работа, требующая от человека мудрости и опыта. А там находиться на месте совершения правонарушений, фактически из одного правонарушения усугублять ситуацию в другое, превращать его более в общественно опасное деяние, это не совсем правильно. Я все-таки чуть-чуть попытаюсь уяснить для себя ситуацию. Ну, генпрокурор, он как бы сказал свое слово. В общем-то, там депутатами уже там Верховный суд занимался, генпрокуратура как бы уже занимается там, допустим, заместителями, да, как бы уголовное дело на них завели. Президент, кроме того, генпрокурор рекомендовал президенту отправить в отставку министра внутренних дел, при этом он никакого состава преступления за ним не увидел. Но мы, в общем-то, это произошло 2 недели назад, больше 2 недель назад, но мы последнего слова президента, да, больше месяца уже. Да, мы не услышали, с одной стороны. С другой стороны, как бы он временно отстраненный министр. И, то есть, если генпрокурор говорит, что за ним нет никакого состава преступления, а то, что он рекомендует, это вот как бы это просто рекомендации, не более того. То есть, в принципе, сейчас Бар может вернуться. То есть, и он уже как бы должен был после этого заключения Генеральной прокуратуры, он уже должен был вернуться. В чем тогда загвоздка? Ну, он официально не вернулся. Я сейчас имел отвечу, но прежде чем ответить, я хотел бы вот в одной позиции с Тенгизом не согласиться, связанной с оценкой депутата и министра внутренних дел. Все правильно, я в общем-то согласен. У нас, в принципе, видимо, одно представление о свершившихся обстоятельствах и этих фактах, и мы одинаково дали оценку этому событию, что оно однозначно преступление, совершенное сотрудниками правоохранительных органов. Но вот такой вот немножко такой вот некий политический крен в сторону оценки, возможно, что он рано, хороший парень, рано немножко быть депутатом или тому рано быть министром. Да, конечно, у нас нет никого стерильных и нет у нас совершенных людей. В чем-то есть, конечно, преимущества, в чем-то есть недостатки. Парламент, как и все наши органы государственной власти, это все срез и зеркало нашего общества. Вот у нас есть то, что у нас есть. Каждый может быть в чем-то силен, в чем-то он слаб, у кого-то свой характер, у кого-то определенный, там, у кого-то другое видение, есть политические предпочтения, разногласия, ценности, ориентиры, все что угодно. Попал в парламент депутат, его народ избрал. И другие есть депутаты разного формата, разного характера, активные, пассивные, в том числе и тот же Димат Бар. При негативах есть какие-то позитивные моменты, условно. Да? Просто и Димат Бар, и Гарри Кука – это мои коллеги, с которыми я работал. И с Димат Бар, например, 3 года работал, я знаю его прекрасно, его и сильные стороны, и слабые стороны, как и Гарри. И вообще очень плохо, что такое произошло, и нас это всех поставило в такое сложное, трудное положение, потому что у нас общество очень маленькое, и все мы друг с другом общаемся, есть какие-то родственные, дружеские очень отношения. В этой ситуации, конечно, удивило, что за месяц, который практически уже прошел, даже больше месяца, что не предприняли, с точки зрения, в том числе и парламент, и в том числе и другие органы, не предприняли никаких попыток изменить ситуацию и найти точки соприкосновения для разрешения, чтобы этот пожар не разрастался. А по ходу развития событий уже присовокуплялись туда какие-то интересы политического характера, каких-то определенных людей, но тем не менее вопрос остался открытый. Нанесены, вот я говорю, что с точки зрения сейчас права здесь все четко и понятно, но я, как и говорю, что здесь надо рассматривать и еще в ином аспекте, в том числе и обычного нашего традиционного права, нанесены еще оскорбления.
и ветеранам, и депутату. Они получили увечья, их, ну, можно прямо там сказать, их там побили, избили их. И в этой ситуации самое страшное, что на протяжении месяца не разрешается этот вопрос в том русле, в котором начали проводить, скажем, расследование, в котором был согласен и депутат парламента, и в том числе и представители села Дзюбжа, представители ветеранов, которые сказали и дали согласие на том, что мы будем двигаться в рамках правового поля. И если сейчас просмотреть, вспомнить хронологию событий, то отсутствие президента принимает представителей Абдзюбжи вице-президент Бадра Гумба. На встрече там кто-то еще присутствовал, сейчас я точно не могу сказать. Было заявлено о том, что по возвращению президента будет принято соответствующее законное решение, удовлетворяющее ветеранов. Если еще вернуться на некоторое время раньше, то и сам президент, выступая на встрече с представителями села, говорил о том, что у него нет никакого другого органа, чем кроме Генеральной прокуратуры, которая должна провести соответствующее расследование, дать оценку. И прямо если точно его цитировать, сказать, что это преступление не останется безнаказанным. Он сам дал оценку, что это преступление. Что это будет очень проведено, расследование будет очень очень сжатые сроки. И я, как президент, вам могу об этом заверить, что какое будет принято решение Генеральной прокуратуры, такое мы и примем. Потом президент уезжает в поездку рабочую в Москву, принимает, я как возвращаюсь, говорю, Бадра Гумба, заверяет, что по приезду президента будет принято решение. Президент возвращается, никаких решений не принимается. Представители села и депутаты пытаются добиться какой-то некой справедливости в рамках правового поля, но здесь видим мы другой совершенно формат, что здесь идет атака уже потом со стороны Генеральной прокуратуры уже на самого депутата. Там пытаются каким-то образом оградить сотрудников правоохранительных органов. Дмитрий Бар не нашли признаков преступления, нашли всего лишь превышение должностных полномочий со стороны заместителя и заместителя руководителя, если не ошибаюсь, СОБРа, структуры МВД. И представили материал очень быстро в Верховный суд для снятия неприкосновенности. В чем я вижу здесь необъективность, возвращаясь к этому же вопросу, и неправильный, с моей точки зрения, подход к разрешению этого вопроса, с учетом там и права, и нашей ментальности, нашей традиции. Во-первых, прокуратура, это же, знаете, что органы, которые призваны осуществлять правопорядок, и законность, соблюдение законности, такие как прокуратура, где главная его основная функция сохранять соблюдение, обеспечивать соблюдение законности и правопорядка, в каких-то случаях действует очень оперативно и агрессивно. Я хочу вспомнить вопрос, связанный с республиканской больницей перед коллегией, которые также несоразмерно были применены силы и средства. Фактически, как я и заявлял, это была фактически войсковая операция в отношении врачей, которых заподозрили в каких-то там правонарушениях или преступлениях. Кстати, хочу сказать, что до сегодняшнего дня они находятся под следствием, и прокуратура продолжает применять в отношении них и санкции, меры пресечения и так далее. То есть, а при этом ничего, движений нет никаких, это уже больше года происходит. В каких-то громких преступлениях, которые всем известны и всему народу Абхазии известны, не применяются какие-то определенные должные конкретные меры по поиску, по задержанию и так далее. Даже в этом случае мы слышим очень часто возмущение, в том числе и в соцсетях, почему в отношении, предположим, заместителей министра и руководителя СОБРа не избрана мера пресечения. Когда в других случаях для обеспечения правопорядка, чтобы не было влияния, как всегда прокурор обосновывает, чтобы не было оказано влияние на ход следствия, изолируют с мерой пресечения. Неважно, какая там арест, домашний арест, подписка о невыезде или еще что-то, какая-то мера пресечения. Раз. Более того, есть информация, что даже в течение этого месяца они даже не были допрошены. Есть такая информация, я не знаю, ее надо, конечно, проверить или подтвердить, но насколько нам известно, пытаемся найти тоже какую-то информацию, не вмешиваясь, как и в соответствии с законом, не вмешиваясь в оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную какую-то деятельность Генеральной прокуратуры. Мы, как парламент, который в том числе и осуществляющий контроль, надзор тоже также разделяем какие-то некие полномочия, функции, связанные с соблюдением законности, мы тоже дадим потом в итоге оценку всем органам и должностным лицам
происходящее не только по факту событий 30 сентября, но и по всем громким преступлениям. Таким, например, как недавно в Гагарском районе, да, доведение там до самоубийства. Это что же какие-то факторы неправового характера, видимо, применения к этому парню, который там покончил жизнь самоубийством. Да? Я не знаю, насколько там оперативно, сколько активно все ведется. И много других случаев. Но вот с другой стороны, я вот заметил, здесь все-таки как бы может быть как бы ритуально, как-то нехотя, но тем не менее Генпрокуратура пошла на то, что там завела уголовное дело, там достаточно серьезная статья, которая там от 5 до 10 лет тянет. Но у меня всегда вот весь этот период меня мучает вопрос. Вот если бы у этих ветеранов там не встала за них Адзюбша, да? Вот если бы на месте этих ветеранов был бы обычный гражданин, да? Даже не абхазец. Вот, просто обычный гражданин, русский, грек, армянин и так далее, там, за которого не встанет не то, что там родственники не встанут, соседи побоятся, да, встать, люди, которые там с ним выросли и так далее. И при этом как бы будут вполне очевидные факты, что действительно как бы человек абсолютно незаконно пострадал от правоохранительных органов. И таких фактов очень много, в принципе. Как эта ситуация, которая там сложилась там, в Гагре, когда человек повесился в милиции, да, там задержанной милиции, потом и уголовное дело убийства. Там, очень много таких есть. Но тем не менее народ как-то не собирался. То есть, вот я не помню, чтобы народ собирался по этим фактам, да, то есть и по этим фактам, этого не происходило, но сейчас вот такой резонанс произошел, но с другой стороны резонанс произошел, но опять же в поисках права мы тем не менее как бы вышли за рамки этого права, и дело обрело чисто политический подтекст, учитывая, что там, допустим, с одной стороны к адзюбженцам присоединилась оппозиция, а там со стороны там, министра внутренних дел, президента и так далее, вот весь политический спектр, который там поддерживал и на выборах, и после выборов поддерживает президента Аслана Гжани. То есть как можно вот в этой ситуации сейчас как бы прийти к общему какому-то знаменателю? Если позволите, да, я отвечу. Вот в самом начале ты сам сказал о том, что прокуратура вынуждена там или как-то все-таки завела. Вот в этом как раз и есть ответ. Стенги с самого начала говорил о том, что прокуратура в данной ситуации, она не совсем объективна, не совсем свободна в этой ситуации. Да, по тем случаям не было такого, хотя были, да, там возмущения, писали в соцсетях, возмущались родственники, да. Здесь почему нужно акцентировать внимание на том, что здесь помимо правовой части, да, здесь есть еще некая морально-нравственная составляющая, связанная именно с ветеранами, причем это не такие какие-то ветераны, которые там номинально или формально, а те заслуженные действительно люди, которые прошли всю войну, они нигде себя не выпячивают, они не какие-то дополнительные какие-то привилегии себе в течение этого периода там, времени не добывали, там, не знаю, не являются политическими деятелями, не кичатся своим там, статусом ветеранов. И в какой день это еще произошло, это имеет большое значение. Почему это вызывает подобное возмущение? Но помимо самого факта, который уже свершился и который уже он необратим, да, то есть невозможно вернуться в те события и что-то изменить. Но нужно исходить уже из того, что есть. Почему вызывает такое подобное возмущение? И в том, что все-таки я считаю, что в данной ситуации, конечно, учитывая, как было сказано, что здесь два фигуранта, это министр внутренних дел и депутат парламента, все-таки президент не должен самоустраняться от решения этого вопроса. Он должен быть активно принять роль. Да, сказали, что там были попытки какие-то примирения, отправили делегацию, там пытались там вызвать, встречались там индивидуально или там не знаю как. Но раз не дало это результата, я считаю, что значит недостаточно было применено сил, средств, возможностей для того, чтобы исключить возможность
возможные последствия, а это напрямую связано с возможной дестабилизацией общественно-политической обстановки. Или бездействие это, возможно, спровоцирует какие-то поиск альтернативных методов решения справедливости людей, которые чувствуют себя униженными и чувствуют, что государство в рамках закона, который они выбрали путь, не может защитить или восстановить эту справедливость. То есть остается вопрос открытый. Но вот был объявлен сход, там, митинг на 4 число, да, на 4 ноября. Я считаю, что до сегодняшнего дня еще есть возможность, вот на сегодняшний день, до этого события, еще есть возможность, так скажем, купировать или нейтрализовать возможные серьезные последствия, которые могут произойти. Это не важно, кто будет противостоять. Конечно, власть использует свои ресурсы, использует силовой аппарат подавления. Конечно, их будет больше, они могут обеспечить безопасность себя. Но диктат силовым методом, сила права в данной ситуации в Абхазии может сыграть плохую роль, так скажем, и вообще поставить под угрозу нашу государственность. И почему в данной ситуации было возмущение, да, а в каких-то случаях не было возмущения. Здесь, вот, как я сказал, здесь есть некий элемент вот, нравственного, да, какого отношения к этому депутату. Это идеологические какие-то вопросы, это ценностные ориентиры, для будущего, которые многие принимают как попытку разрушить эти ориентиры, изменить вот эти сложившиеся наши основы, там, скажем, да, в отсутствие там, исполнения законов. Стерильного нет ничего. И никто не придерживается стерильного. Да, надо стремиться к этому. Но много есть вопросов, в которых нет стерильности применения закона. Потому что есть некие поправки, есть какой-то учет, что мы на все прямо реагируем с точки зрения сухо права и норм права, что вот, например, в парламенте, да, не было нарушения закона со стороны той же исполнительной власти или со стороны депутатов. Вот было недавно событие, когда были связаны с формированием судейского сообщества, да, там судей. Практически у нас 8 месяцев не было сформирован суд и был парализован, потому что там в какой-то части ККС не представляла кандидатуры, президент не представлял кандидатуры парламента, хотя конституционным законом установлен определенный конкретный срок. И мы говорили, я сам выступал, говорил, что нарушается конституционный закон. Но теперь что, если конституционный закон нарушен президентом, а он, принося клятву, вступая в должность, говорил о том, что он клянется, там, обещает не нарушать Конституцию. Из-за нарушения клятвы есть право возбудить процедуру отстранения президента от должности. Но мы же этого не делаем. Да? Не потому, что мы так вот мы слухом. Не, мы принимаем определенные обстоятельства, условия, связанные с некой особенностью нашей. И так можно много примеров таких привести. У нас слишком много таких особенностей, что мы все время отдаляемся от права. Или, предположим, да, отдаляемся. Мы стараемся идти в этом направлении, но есть какие-то особенности наши, которые мы не можем не учитывать. Или, предположим, события, связанные, там, предположим, с выборами, да, или приходом к власти, действующей власти. Это еще мы немножко отходим, да, от темы главной, но она все это составляющая, это единая картина, из чего вытекают какие-то обстоятельства, и эти реакции, которые для многих непонятны. Требует соблюдения закона от всех остальных граждан, когда сами органы правопорядка или те, кто его призван, или которые сегодня наделены такими соответствующими полномочиями, сами, которые не соблюдают их, очень тяжело. И людям очень трудно это вменить и принудить их к этому, потому что у нас четко очень и понимают эту разницу и ощущают, общество маленькое, все это видно. Приход к власти каким-то определенным путем, я почему возвращаюсь к тому, что мы на многие вещи закрываем глаза, все много очень было нарушений, в том числе и в судебном процессе, когда после решения суда первой инстанции были иные принимались решения, какие-то были попытки там принуждения и так далее. Даже вот элементарно я вам скажу, что вот были нарушена Конституция и Конституционный закон, предположим, связанные с назначением выборов. В случае досрочного прекращения президента, полномочий президента или в случае истечения его сроков, парламент должен был принять решение о назначении выборов. Вы не найдете этого решения парламента. Парламент не принимал решения о назначении выборов. Здесь можно тоже подвергнуть сомнению, скажем, легитимизацию процесса избирательного процесса. Но мы же понимаем, что этого нельзя было допускать, потому что мы в последнее время мы зашли в такой тренд изменения прихода к власти путем революции, переворотов. И мы должны выйти с этого. То есть мы, понимая, умалчивая какие-то вопросы, закрывая на какие-то вопросы глаза, мы говорим о том, что нужно пройти законно этот путь, чтобы следующие выборы, они уже были легитимны с точки зрения права, к этому надо стремиться.
И на какие-то вещи приходится закрывать какие-то глаза. Я все-таки продолжу вот касательно того, что незаконный там приход к власти или там законный приход к власти, это весьма условно у нас. И мы понимаем, что в реальности даже не на выборах решается в последнее время, там, кто будет президентом. Президентом у нас решается, там, кто сможет ли там какая-то группа людей, там, власть или оппозиция, да, там, не будем определять прошлое, настоящее, там, будущее или нет, сможет ли она оказать давление там, на действующую власть, сможет ли она захватить этот как бы, президентский дворец, который стал неким символом, как бы, я не знаю, вот это происходит с 2005 года, политической борьбе, да, с символом, да, если ты его захватил, то считай победил, и победил уже на следующих выборах, где там тебя, твою победу легитимизируют избиратели. Но я к тому, что сможет ли вот эта ситуация вылиться, вот, допустим, в этот сценарий, когда там, допустим, должность Дмитрия Дбара, это как бы повод сменить там ситуацию, там, сменить там действующего президента. Там, я прошу прощения перед Тенгизом, но ты раз мне задаешь вопрос, мне опять придется ответить, поэтому да, почему прогнозировать вообще тяжело. Все, что может произойти, очень сложно в условиях Абхазии, в условиях нашей действительности спрогнозировать, какие могут быть последствия. Я точно знаю, что это очень плохо, если мы подойдем к тому, что у нас еще раз одна будет волна, связанная с таким напряжением, которое может привести к смене власти. Смена власти должна произойти конституционным способом. Но если сама власть, которая в полном объеме должна нести ответственность за это, потому что так было всегда. Все инструменты, рычаги, принятие решения, все сегодня есть у власти. И президент должен найти способы и формы разрешения данной ситуации, дабы не допустить не только подрыва доверия к граждан, к институтам власти и к праву вообще, да, чтобы у нас не наступила эпоха правовой анархии, чтобы мы вообще не скатились туда, откуда, может быть, вернуться будет очень тяжело, а может, вообще невозможно будет вернуться. И еще, конечно, элемент здесь от того, что в какой-то части, конечно, наше общество, оно устало от этих дрязг. И, правда, люди занимаются очень сложными вопросами, связанными, выживают с этой пандемией, с этой энергетикой, то воды нет, то света нет, борются, выживают, страдают. И, может, людям вообще не до этого. И все может так произойти, что большинство населения вообще не будет принимать участие в этом процессе, а будет определенная какая-то узкая часть. Но это может все подорвать и вопросы государственности и коснется каждого нашего гражданина. Поэтому здесь нужно, конечно, применить все возможные силы и способы. И, как я говорю, есть еще время для того, чтобы не обязательно, никто не говорит о том, что надо вот снять кого-то или посадить кого-то. Нет, вообще это должны правильно это понимать. Нужно разрешить этот конфликт теми возможными способами, устраивающими все стороны, чтобы никто не был обделен или был там, не знаю, несправедливо наказан, так, чтобы не было как минимум, иногда даже вот мы говорим, что приходится немножко отходить от права, чтобы не был внутренне, морально человек унижен. Вот самое главное. Насколько вообще эта ситуация может выйти из вот этого пока очерченного этого круга, именно инцидента, связанного с тем, который произошел на Сухумской набережной, выйти в нечто большее. Понятно, что эта ситуация уже стала политизирована, но вся политика, вся политическое движение, оно так или иначе все равно переходит там, к президентскому дворцу, и там уже забывается, зачем, в общем-то, пришли, и там появляются другие цели. Насколько вообще это реально вот в нынешней ситуации, при всей этой апатии, когда наш народ, в общем-то, знает, чем обычно все это может заканчиваться? Насколько возможно, допустим, вот такой, опять же, силовой сценарий развития событий? Очень возможен. Это уже наша обыденность, превращение любых ситуаций в политику. Там вообще изначально, как я уже выше говорил, была политика. Ситуацию можно было разрулить очень просто, если бы, как было правильно сказано,
было использовано такое традиционное наше право. Приехать надо было извиниться перед людьми, там, одному, второму. В конце концов, поступки этих людей, честно говоря, не красят ни их фамилии. Да. Бывает, каждый бывает ошибается, действительно. Каждый из нас, и мне приходилось ошибаться, и многим здесь присутствующим. Можно было на этом остановиться. Но это было очень быстро превращено в политику. Вообще сама ситуация, я как до этого тоже говорил, этих людей постоянно сопровождает политика. Если бы там, на той площади 30 сентября, министр внутренних дел повел бы себя более хитрее, будем так говорить. Хитрее, да, скажем. Хитрее, это я перебил, да. это все-таки взял людей, которых они побили, привез в участок, оформил под протокол. Нет. Хитрее, потому что это политика, он тоже часть этой политики. Надо было ему просто не создавать конфликта, не поддаваться на провокации, просто выполнить свою работу, на следующий день прийти в парламент с готовым материалом. В этом случае это была политическая победа власти. Потому что надо признать, что Гарри Кукай создавал власти проблемы. Он создавал проблемы. Материал стрельбы на набережной. Да, хотя бы административно, да, потом можно было... как быть с людьми, которых ты Нет, я говорю, если бы... ты не оформил даже. Я говорю, если бы этого он не сделал, вы понимаешь? То есть там была возможность для политической победы, но он ее превратил в политическое поражение. И там уже все, политика пошла. То есть эта ситуация и состояние политики, оно не вышло. Единственное, что она сделала, она надела на себя шинель морально-нравственный, связанный с тем, что они подняли руки на ветеранов, не просто на ветеранов, а на пожилых людей, там инвалиды были. Это морально-нравственный фактор играет очень ключевую роль. Дальше что сделала власть? Власть начала войну с оппозицией, еще не уверенная в своей победе. Она уже проиграла ситуацию. Фактически министр создал власти очень сложную ситуацию. И в проигрышной ситуации власть вместо того, чтобы сделать какие-то предупредительные шаги, да, прийти, как было сказано, пример приводили насчет Сергея Васильевича, как он приходил заранее, и прежде чем проблема там расширится, будет развиваться, он ее гасил. Да. Можно было сделать и так. В конце концов, президент мог приехать в Адзюжу. Президент несет ответственность за действия своего министра. В какой-то степени он его назначил, не мы его назначили. И за поступки каждого руководителя, находящего в его подчинении, вся ответственность на нем. Он должен был, мне кажется, приехать и перед людьми извиниться, сказать, в конце концов, что это больше не повторится, я разберусь. Да, какие-то, люди были оскорблены, причем оскорбление было нанесено не только на площади, но и после, на следующий день, когда министр выступал, я не знаю, как это назвать, потом уже вот эти слова, где он предлагал там помощь денежную, там кого-то вылечить, это тоже в какой-то степени достаточно серьезное оскорбление, на мой взгляд. Может, я ошибаюсь, я не знаю, мне так показалось. Теперь что? Теперь ситуация фактически полностью находится в политическом русле. Теперь, причем активно оппозиция взяла это под свой контроль. Она ведет игру она. И вероятность того, что министр однозначно потеряет должность, это уже, я уверен, процентов на 100. Сейчас вопрос в другом. Помимо министра, власть может потерять еще больше. То есть ты считаешь, что министр будет все-таки отправлен в отставку? Я думаю, да. Я думаю, будет отправлен в отставку. Хотя сейчас до событий 4 ноября президент может пойти, сделать отчаянный шаг и снять министра за день до намеченных мероприятий. В этом случае, возможно, эту ситуацию как-то сгладит. Если он этого не сделает, и люди соберутся на площади, все это закончится неизбежно снятием министра. Это мы уже наблюдали в 2016 или 2017 году, если помните, когда МВД штурмовали. Да, это такая типичная для Абхазии практика. В принципе, для меня что удивительно, люди, которые уже прошли через все это, неужели так сложно было научиться на ошибках чужих людей? Как можно было допустить те же самые ошибки. Просто такое ощущение возникает, что эти события, которые у нас были при прошлой власти, абсолютно скопированы, спроецированы на новую власть. Они то же самое дело по такому же пути идут. Я думаю, что самый лучший вариант в данном случае до 4 числа президенту снять
с должности министра внутренних дел С другой стороны, и вот- на этом точку Вот если поставить. брать об аналогиях, да, там Рауль Хаджибов, аналогичная ситуация, он так или иначе вынужден был отправить своего министра внутренних дел в отставку, но тем не менее, опять же, когда ситуация накалилась после первых выборов 2019 года, никто, в общем-то, в поддержку Хаджимба не встал, как бы, видимо, памятуя о том, что вот Леонида Дзябшева ждала такая судьба, отставка, да, и там следующий министр внутренних дел, он как бы не заступился. А может ли опять там тот же Аслан Бжаня рассчитывать как бы на Дмитрия Атбар как такого соратника боевого, который его в трудную минуту не оставит, и исходя из этого Аслан Бжаня не сдаст? Вот это один из Как самых... говорил как-то спикер Абхазского парламента, наши... Это было, кстати, вырвано из контекста, и там немножко не так было тем не менее, она пошла с из депутатом парламента, да. Но оно народа, это как правда. типа Свои было издания. вырвано из контекста в свое время, когда заявили, что в Советском Союзе секса нет. А было продолжение, что секса нет на телевидении и так далее, там диалоги. А осталось только это. Ну, тем не менее. Это самый важный фактор, который один из важных факторов. фактора, который сдерживает сейчас Аслана Бжаня, снять Дмитрия Атбар с этой должности. Потому что в этом случае он теряет достаточно серьезную силовую поддержку в группе своих соратников. Больше другого у него поддержки на самом деле особо и нет. И это тоже надо признать. Оппозиция это тоже прекрасно понимает, но это политическая борьба. Все, что в данный момент, вот если проанализировать действия оппозиции с точки зрения политики, то, что действует со стороны власти, что происходит, то фактически сейчас счет ведет оппозиция. И чем дольше будет медлить президент в принятии этого решения, тем больше он потеряет. Насколько вообще возможно в таких ситуациях отделить, допустим, внутриполитическую борьбу власти и оппозиции, да, от вот таких дел, да, которые можно просто вне зависимости от этого фона разрешить? Насколько это возможно? Прости, Игнат, еще можно уточнить, внутриполитическую от чего отделить? Вот, допустим, вот эту ситуацию уже как-то отделить, да, котлеты от мух, как Путин говорил, да, то есть сделать их все-таки вне внутриполитической борьбы, вот такого рода ситуации. Наверное, это невозможно, потому что это все составляющая единой проводимой политики. Если дело резонансное, оно так или иначе становится политическим. Знаешь, Игнат, вот... Извините, вот это наоборот. Если бы там не было бы политики, возможно, мы даже не узнали Конечно. о событиях на этой Все правильно. Это был бы как... Как не получило развитие то есть преступления, связанного недавно упомянутого. То есть про это преступление, то, что оно преступление, мы так и не узнали. Конечно, То есть не узнали не было бы. бы никаких уголовных дел, Ничего не было. Мы просто не узнали бы, возможно. Развитие в правовом, да, уголовном преследовании, связанные с другими преступлениями, громкими, да, но не имеющие никакого политического окраса. то есть такого. вот, И вообще удивляет, когда многие пишут, там, блогеры заявляют, или там те же заявляют там, представители, поддерживающие партии, общественное движение, говорят, не надо использовать это в политических целях, не надо это политически. Ну как это не использовать политические цели? Здесь как раз таки именно политический процесс. Депутат, политик, тот же министр, президент, это все политики. Это же не как раз не... А что, раньше любой конфликт не придавали ему политического окраса? Это естественный процесс, он политический, и здесь нельзя это упрекать в качестве того, что кто-то якобы своих какие-то корыстные цели. Это политика, это государство, есть политика. Когда такие происходят процессы, просто присоединяются элементы такого криминального характера. Чтобы добиться справедливости, выходит, кого-то какая-то... заручиться политической поддержкой. Не так оно выходит. Ну, в том числе, если вы вот сейчас вспомнили, вы вспомнили события 5 июля, например, да? Были аналогичные события, когда там вроде министр внутренних дел, он не имеет отношения, был вроде как бы политики, но он заявил о том, что на своем совещании, что не нужно идти на референдум, и это ему вменили как некое конкретное политическое преступление, и знаете вы все об этих событиях, штурм МВД и так далее. И да, Хаджимов был вынужден отправить в отставку, потому что он руководствовался, и мотивы были сохранения стабильности в государстве, потому что это провело бы точно, если было взято МВД, а к этому уже шло, потому что за весь день уже все были устали, мы сами были участниками этих событий, я прекрасно это все хорошо помню, и на встрече оппозиции президента я присутствовал. Как было принято решение о отставке Леонида Дзябшева?
что это было популярно, что он был, желал этого? Нет, конечно. Он понимал, что это некий надлом и некие политические последствия, которые для него последуют. Более того, на следующий день и через день вообще ни в какое время никто не был привлечен ни к уголовной и даже к административной ответственности. Ни один человек этих событий. Хотя там были совершены преступления. Это вот еще раз говорим о том, что мы не всегда идем стерильно и сухо по нормам права и так далее. Мы учитываем некие моменты, чтобы не нагнетать дальнейшие события, которые вы упомянули, связанные с второй отставкой министра. У нас право слишком становится договорной. В реальности... У нас обычное право, в итоге оно превалирует над конституционным, уголовным, гражданским, цивильным правом. Но мы должны стремиться, и когда мы дойдем до такого уровня, мы вырастем, что у нас будет верховенство права цивильно над всем остальным, это, конечно, будет шикарно, не знаю, как Швейцария и так далее. Но сегодня, в действительности, сегодняшней, это невозможно ее не учитывать. И мы будем просто обманывать себя и декларировать некие нормы, связанные с демократическими ценностями, верховенством закона, конституции. Мы будем себя обманывать и загонять больше себя в тупик. Потому что мы не можем признать, что у нас не все так стерильно, не все так гладко, и не все мы выполняем все так, скажем, нормы законодательства, которые бы для других был бы пример. В каких-то степени, если это, например, сторонник власти, значит, мы его прикроем, отодвинем немножко от президента. Если это не сторонник, а если какой-то еще есть субъективный интерес, мы его раздавим, задавим, посадим, там, и, не дай бог, там что-то с ним еще произойдет, там убийство или еще что-то, какое-то событие. Это все, как я вот говорю, это все подрывает доверие и приведет, конечно, может привести такой вот нигилизму общему, такому вот анархическим каким-то таким вот событиям. Понятно. Я думаю, все-таки мы начнем закругляться. Все-таки, мне кажется, наша главная проблема, что мы в реальности очень сильно далеки от реального исполнения закона. И мы понимаем, что вот даже вот в этой конкретной ситуации, что если бы там, допустим, на Сухумской набережной там побили бы обычного человека, ничего абсолютно не произошло бы, никаких уголовных дел, ничего. И нужно иметь, наверное, какое-то влияние, быть влиятельным человеком или представителем какой-то влиятельной группы, и чтобы добиваться этой справедливости. И так или иначе это дело в любом случае, опять же, политизируется. Да? И искать истинно законное решение, которое устроило бы, опять же, в нынешней нашей абхазской действительности будет невозможно. И мне в любом случае хотелось бы, наверное, я, представляю обычный народ, да, который устал от этих потрясений, который не хочет видеть эти митинги у парламента и все эти штурмы, и все эти пересметки. Единственное, чего обычный народ хочет, он хочет, чтобы закон обычно был равен для всех, и чтобы он исполнялся. И на этом мы будем прощаться. Я напомню, что в гостях у нас был сегодня депутат парламента Валерий Агарба и Тенгиз Джопуа. Спасибо вам. До свидания. Спасибо.